В России пенсионные фонды могут начать возмещать гражданам финансовые потери, если суд признает незаконным перевод пенсионных средств из одного фонда в другой. Соответствующие поправки разработал Минтруд. Речь идет о переводе средств из Пенсионного фонда России либо из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд. Поправки в законы позволят защитить права граждан, если их пенсионные накопления будут незаконно переведены, пояснили в Минтруде. Если средства перевели досрочно, раньше, чем через 5 лет, деньги гражданина поступят в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда. В тех случаях, когда суд признает новый договор недействительным, Минтруд предложил обязать нового страховщика вернуть прошлому незаконно переведенные пенсионные накопления. В то же время первый пенсионный фонд, который удержал инвестиционный доход в своем резерве, будет обязан восстановить его на счете застрахованного лица. В 2020 году судебные приставы в интересах кредиторов выставили на торги на 14% меньше квартир, чем годом ранее. Банки предпочитали договариваться с должниками без суда и соблюдали мораторий от Центробанка на принудительное выселение. В 2020 году банки пытались принудительно продать за долги, в том числе ипотечные, более 17,5 тысяч квартир россиян на 36,5 миллиардов рублей. Недвижимость на торги приставы выставляют в интересах кредиторов, если должник не погасил обязательства по решению суда. Продажи по взаимному согласию кредитора и должника в этой статистике не учитываются. По сравнению с 2019 годом количество объектов, попавших на реализацию, упало на 14%, а их совокупная стоимость на 19%. Средняя цена недвижимости, продаваемой за долги, также снизилась на 6% до 2 миллионов рублей. С 1 февраля традиционно будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия, а также различные компенсации. Согласно проекту постановления правительства, в 2021 году индексация может составить 4,9%. На величину инфляции в нашей стране ежегодно повышают прежде всего ежемесячные денежные выплаты. Получателями последних являются около 15 миллионов россиян, обладающих правом на федеральные льготы. Речь идет в частности об инвалидах и ветеранах боевых действий, о лицах, подвергшихся воздействию радиации, героях Советского Союза и России и об иных льготниках. Кроме того, со следующего месяца будет проиндексирован и набор социальных услуг, который входит в ежемесячную денежную выплату. Федеральная налоговая служба решила создать специальную инспекцию для VIP-клиентов и таким образом считать налоги богатых россиян отдельно. Клиентами инспекции станут россияне, доходы которых превышают 500 миллионов рублей в год. Сейчас информацию об их доходах, активах и сложных операциях проверяют подразделения в регионах, где они зарегистрированы. Но часто органам на месте не хватает информации. Задача новой инспекции будет состоять в том, чтобы собирать досье на богатых россиян для более точной оценки их налогов. Централизация сбора данных о доходах состоятельных граждан усилит контроль за движениями их капиталов, считают эксперты. Каким образом будет работать налоговая VIP-инспекция, пока неизвестно. Однако изменения не окажут влияния на бюджеты регионов. Отчисления богатых россиян по-прежнему будут поступать в бюджеты по месту их регистрации. В Якутии увеличены размеры единовременных выплат многодетным матерям, награжденным знаком «Материнская слава», начиная с 1 января 2021 года, сообщила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова. Такое решение принято главой республики Найсеном Николаевым. Размер единовременной выплаты для многодетных матерей, родивших и воспитывающих 7 детей, награжденных знаком «Материнская слава» 3-й степени, теперь составит 100 тысяч рублей. Для матерей 8 детей, награжденных знаком «Материнская слава» 2-й степени, 200 тысяч рублей. И для матерей 9 детей, награжденных знаком «Материнская слава» 1-й степени, 300 тысяч рублей, разъяснила министр. По данным муниципальных образований, в республике проживает около 30 тысяч многодетных семей.